Республика следит за ходом восстановления движения на участке федеральной трассы Колыма. Напомню, в Аймяконском районе дожди подняли уровень воды на реке Эльге. В результате смыло подъезд к мостовому переходу. Как идут работы на месте размыва и какие планы у властей по реконструкции других крупных трасс региона, выяснял Виталий Абрамов. Мы вот два путешественника из Калуги едем. Едем из города Калуги, всю Сибирь проехали, западную, центральную, вот восточную, в Якутию добрались. Вот так, проехав практически через всю страну, Дмитрий Волошин уже больше недели вынужденно любуется красотами реки Эльга. И таких, как он, порядка 30. Причина – размыв подъезда к мосту. Но наш путешественник не теряет силы духа и верит в скорый проезд через реку. И дорожники тоже на это надеются. Около 4-5 дней ушло только на комплекс подготовительных мер. Да, и сейчас там уже идет отсыпка вот этих вот струеотбивных, так будем говорить, дамб, ну мы их называем рисбермами. Чтобы отбить нам воду от этого, значит, вот от начала моста, от береговой опоры, значит, и вот там, где у нас тут смыла насыпь. И после этого, значит, у нас уже там, как говорится, уже будет обыкновенным грунтом, значит, да, отсыпаться сама, значит, насыпь. Накануне берег Эльги посетил председатель КЧС республики, который ознакомился с ходом восстановительных работ. Дорожников форсирует и приезд в Якутию замруководителя Росавтодора, который приехал именно с инспекцией федеральных трасс региона и намерением проехать Колымскую трассу полностью. Все 2000 километров практически находятся в гравийном состоянии, поэтому мы здесь тоже обеспокоены безопасностью движения. И вот мы 2 года назад приняли решение и применяем новую технологию ресайклинга этой дороги с применением вяжущих. Я также хочу проехать, провести совещание совместно с подрядными организациями и заказчиками, с тем, чтобы рассмотреть вопросы, которые возникают при внедрении этой технологии. Таким образом, дорожники уже обязаны, как говорили ранее, к началу следующей недели обеспечить проезд транспорта по данному мосту, а в целом полностью отремонтировать этот участок до конца весеннего половодья. Сегодня федеральные чиновники также осмотрели ход реконструкции трасс Лена и Вилюй и высоко оценили идущий ремонт и более или менее удовлетворены. А вот по Колыме планы наполеоновские. До 2020 года должны быть реконструированы порядка 20 мостов. В этом году объем финансирования по дороге Колыма составляет 2,5 миллиарда рублей. В этом году планируется сдать один тоже из сложных участков. Это на объекте 632-662, порядка 20 километров. А тем временем у застрявших между Якутском и Магаданом остается только надежда. Собственно, не знаем. Будем сидеть сколько придется. Конечно, хотелось бы, чтобы дорожники работали получше. Виталий Абрамов, Нина Ханарова, Артур Старостин и Юрий Филиппов, НВК Саха, Аймяконский, Мегано-Кангаласский улусы, Якутск.